Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Прилетели очередные спасеныши. Это возрастной овчар с раненой в ППЖ головой. Он уже хотел уйти из жизни, не выходил из будки и был равнодушен к окружающему миру. Забрали мы его, назвали Реди. Прилетели две девчули, которых мы спасли там же, в ППЖ. Уж очень они просились вызволить их из злостных вольеров, не давали им покоя злые сородичи. Вытанцовывали на двух лапах и простились к человеку. Забрали мы и их тоже. Помощь, друзья, почти остановилась. Это значит, невозможно будет спасать, вывозить, лечить и, главное, кормить. Без вашей поддержки теряется смысл спасения. Молодец. Да, конечно. Вожак, вожак. Молодец. Это Акела. Это Акела. Это вожак стаи. Друзья, с виду может показаться, как все хорошо у нас и замечательно, ведь многих опять смогли вывести. За несколько только дней 5 самолетов
А вообще за последний месяц 27 взрослых собак, 4 щенка и 7 кошек. Непередаваемо тяжело организовать даже всю эту работу, а ведь основная тяжесть только предстоит. И она началась. Кто-то кашляет, лечим. У кого-то венсаркома, начались сеансы химии. Кто-то плохо выглядит и истощен. Во избежание потери собаки несемся на анализы, не опоздать, не упустить. И главное, всех разместить на уже переполненных передержках, всех сдружить, чтобы не было драк. Ведь многие впервые видят еду досыта и каждый день, и пытаются съесть свою и из чужих мисок тоже. И надо, чтобы еда была всегда, вовремя и регулярно закупать, и чтобы было на что закупать. Как решить все проблемы, чтобы все у всех было хорошо. Помощь уменьшилась в разы, собак прибавилось. Началась зима в Якутске, минус 30. График посещения приюта «Помоги выжить». Суббота-воскресенье с 10 до 12:30. Издевательство. Издевательство. Самое настоящее издевательство. Они знают, что мы придем к 12 в воскресенье. Как я их провоцирую? Ну-ка расскажите. Фотографируйте, так. А потом снимаете и говорите, всякую ерунду собираете. Какую ерунду? Ну-ка расскажите. Лично я фотограф. Все время собираю ерунду. Какую? Расскажите. Что за ерунду я собрала, когда я выкладываю собак, и их в это время, их в это время разбирают. Друзья, вы знаете, что в Якутске очень мало добрых и неравнодушных людей. А за последний год, что было в ППЖ на лживом карантине, и вообще отвадили небольшую горстку волонтеров ездить в это заведение. ППЖ стал как стратегический объект. Да и сейчас, когда карантин сняли, ложь о бруцеллезе официально доказали, что это ложь. И тем не менее, вход в ППЖ даже по выходным ограничен 2 часами в день. А там за решетками в леднике живые души. Высматривающие людей, они ждут людей. Но директору ППЖ эта тема не интересна. Не интересны нужды и боль, и голод, и гибель собак. Но есть такие замечательные и неравнодушные люди, как Евгения и Наталья. Они ездят и собирают помощь от населения, дабы как-то спасти животных в ППЖ. Надвигаются морозы минус 50 и ниже. Они собирают все, что дают люди. Все, чем можно утеплить будки с щелями, ковры, кастрюли, консервы, корм. Но руководство ППЖ их деятельность раздражает. Они называют этих женщин шарлатанками, не дают беспрепятственно въезжать на территорию ППЖ, ограничивают доступ и просто выгоняют. А если и получается войти на территорию, то быстро, бегом, на скаку, кое-как успеть хоть кому-то раскидать немного сена и покидать в кучку привезенные ковры. Как вы думаете, кто в этом виноват? Разве не директор? Кто скажет, что у руля ППЖ волонтеры? Телефон этой доброй женщины Евгения размещаю. Звоните, помогайте. Впереди еще больший ад. Мы причиняем добро ППЖ назло врагам. Екатерина Сергеевна, к сожалению, не может зайти к своим щенкам и посмотреть, что у них внутри сена нет практически. Нет. А его нужно бы положить давным-давно. И поэтому сегодня запрещен воскресник. Спасибо тебе, Екатерина Сергеевна, за все, что ты делаешь хорошего для этих красивых собачек. Ай-яй-яй, какой ты худенький. Вот у них нет крышки.
Зашла в магазин, в общем, спросила. Они говорят, что его бросили хозяева. И вот он здесь. На остановке магазинчики. Вот так вот постоянно лежит. Скрюченный. Сегодня еще более-менее тепло. 50 градусов тяжко будет. Собака контактная. И все это вместе означает, что в такой тяжелый период зимы мы не сможем спасти других, дрожащих, кто остро нуждается в нас. Люди, где вы? Им нужна ваша помощь, нужны финкураторы, откликнитесь. Без вас им не выжить, не вылечить, не откормить.